Ассаламу алейкум, Махкоя. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики канала. А вы знали, что если ваша банковская карточка привязана к телефону, то даже не зная вашего кода, мошенники, злоумышленники могут украсть деньги с вашей банковской карточки? Наверное, некоторые скажут, что это невозможно. Я тоже до недавних пор думал, что это невозможно, пока не стал невольным участником одной истории. История такова. Недавно к нам на горячую линию канала Даймок Онлайн позвонил один молодой человек, чеченец, который живет и работает в Москве. Работает он охранником в одном из магазинов. Вот этот парень рассказал, что буквально вот в этот же день, когда он работал в магазине, к нему подошел один молодой человек. Заговорил с ним и сказал, что ему нужно срочно сделать очень пару звонков, как какая-то там проблема, но у него, к сожалению, на телефоне закончились деньги, и попросил разрешения позвонить с его телефона. Ну, наш парень, охранник, он протянул ему свой телефон, разрешил ему сделать эти звонки. Пока тот набирал какие-то телефонные номера, с кем-то связывался, подошел еще один парень, который заговорил с нашим земляком. И вот буквально 2-3 минуты это продолжалось. Скажем так, незнакомец номер один набирал какие-то номера телефонов, кому-то звонил. Незнакомец номер два в это время активно разговаривал с нашим земляком на разные темы. В общем, как мы впоследствии поняли, отвлекал его. Буквально через 2-3 минуты ребята вернули ему телефон, поблагодарили и ушли. Спустя еще где-то час после этого, когда парень, который нам уже позвонил, пошел в магазин что-то купить, у него наличных при себе не было, он решил оплатить это банковской карточкой, и вдруг выяснилось, что у него денег на банковской карточке нет. Он буквально в этот день производил какую-то покупку и точно знал, что на банковской карточке остались 5000. Последние его 5000 до зарплаты, которые у него были. А сейчас их не было. Не понимая, куда они могли деться буквально за пару часов, он посмотрел, зная, что у него карточка привязана к телефону, он посмотрел в СМС, уведомления, которые происходят, и выяснил, что примерно в то же самое время, когда вот этот самый молодой человек, там, незнакомец номер один, говорил по телефону, по его телефону, как раз в это же время была произведена оплата с его банковской карточки, то есть была переведена сумма на какую-то другую банковскую карточку. Таким образом, парень остался без денег, у него деньги украли. Он достал с камеры наблюдения видео с этими двумя парнями и связался с нами, позвонил нам на горячую линию канала Даймок Онлайн. Честно говоря, я не очень поверил в то, что он говорит. Я думал, что не зная кода, не зная пароля от банковской карточки, я думал, что нельзя таким образом украсть деньги с чужого телефона, с чужой банковской карточки. Но парень, охранник, предварительно уже провел свое какое-то расследование, и ему сказали, что, к сожалению, мошенники так делают, и делают они это через СМС. И парень объяснил, как они это сделали. Ну, соответственно, мы что сделали? Нам стало интересно найти этих злоумышленников. Мы разместили эти кадры у себя на канале Даймок Онлайн. И так получилось, что ровно через 3 часа мы уже этих двух парней, нарушителей, нашли. С нами связался один из их знакомых, сказал, что он этих парней знает обоих. И буквально в режиме онлайн, когда я с ним разговаривал по телефону, он позвонил одному из них, скажем так, нарушителю номер 2, который отвлекал разговорами, позвонил этому парню, и как бы у нас вот такая вот конференц-связь состоялась, мы переговорили. Тот признал, что на его банковскую карточку пришли эти 5000, сказал, что он абсолютно не знает, не ведает, каким образом они там появились. В общем, всячески отнекивался, но тем не менее согласился деньги вернуть хозяину.
Я их связал с хозяином этих денег, парню, который нам позвонил первым. И буквально через некоторое время звонивший нам уже парень позвонил, сказал, что деньги ему вернули, и сказал, что подавать на них в полицию он не хочет, но для себя на будущее сделал, как бы, для себя на будущее получил очень хороший урок. Я был очень удивлен, я не знал, что мошенники, не зная вашего пароля, могут таким образом завладеть вашими деньгами с банковской карточки, которые привязаны к телефону. И начал проводить свое небольшое исследование, в том числе и в банк звонил, не буду говорить какой пока. И в результате узнал, как они это сделали, провел такой вот маленький свой следственный эксперимент, буквально среди своих знакомых с одной карточки на другую, таким образом через СМС перевел несколько тысяч рублей, и оказалось, что действительно это возможно. Не зная вашего пароля банковской карточки, если ваша банковская карточка привязана к телефону, и если ваш телефон попадает в руки мошенников, злоумышленников, они таким образом могут у вас украсть деньги. Поэтому будьте осторожны, берегите свои телефоны, особенно и тем более, если к ним привязаны банковские карточки. Кто-то, конечно, возможно, упрекнет меня, сказав, что зря я это сказал, потому что это могут взять на вооружение мошенники, но, к сожалению, мошенники как раз-таки практически всегда передают такую информацию друг другу. Они об этом как раз-таки знают. А наивные, обычные, мирные, гражданские люди становятся как раз-таки жертвами вот этих самых мошенничеств. Поэтому будьте бдительны, следите за своими телефонами, ставьте уже на пароли свои собственные телефоны и не давайте их в руки посторонним людям, кроме как в особые случаи, и то под вашим наблюдением. Предупрежден, как говорится, вооружен. Вот такая вот история произошла. Дал это был масера. Я несколько слов на чеченском скажу. Так, вежи шукет макет тара и варшик анта вайком хиллир. Дату яхчхайнаха ас ишвилиях вюл вельчхайна цатек сют. Иштвязи вела шиембойшку и нахохилла элцо элч. Раду элдича. Итак, цергергер хиллир цу خلينا او اشتو خبير اتكنت اخشي ودلير شاشقي هم ليل وردات ال جو جاو يرتر هم ليل دا بودك ديش دخانيا اللي все равно اشتان على чубух карбу иштом док тундела шей телефон шлария шей банковский карточки шлардия дал это был масера.